Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто не может вас забыть? Кто это человек? И почему он не может вас забыть? Ни на кого не думайте, просто загадайте на себя, мысленно либо вслух проговорите вопрос: кто не может меня забыть? И пусть нужная и важная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, какой-то орел. Видите, гордая птица, но у него как будто бы крылья сломаны. Видите, сломаны. Крыло ровно должно идти, а тут как резкий такой переход. Тот, кто не может вас забыть, он как орел со сломанными крыльями. Возможно, кстати, тут что-то вот с именем, с фамилией связано, да, вот что-то орлиное, птичье, соколиное. Но, может быть, мужчина сам по себе, либо для вас он всегда ассоциировался с таким вот прям независимым орлом, сильным, мощным. Мужчина, который всегда стремился к победам, к достижениям какой-то вот элитной жизни. Вот почему-то мне идет, что он очень элитно хотел жить, в лакшери условиях хотел жить. Прям для него это было так важно, его статус, его положение, там, наличие денег, каких-то вещей дорогих, там, дорогие часы, дорогой смартфон, одежда, может быть, какая-то брендовая, там, автомобиль какой-нибудь дорогой, спортивный. Вот то ли мечтал об этом, то ли на последние, на занятые деньги покупал, и вот любил вот он похвастаться. Человек, который хотел очень высоко взлететь, но вот, видно, крылья не выдержали его, да, и крылья сломались. Вы расстались с этим человеком, причем это расставание особо как-то болезненно вам далось, но именно вы были инициатором. Вот как будто бы у вас нервы не выдержали, мои хорошие, вы сказали, что все, я не могу с тобой быть, да, я устала от твоего отношения, от твоего обращения, от того, как ты себя ведешь, от того, что ты себе позволяешь. Я не чувствую с тобой любви, я не чувствую нежности, я не чувствую стабильности. Ты не даешь мне то, что мне необходимо в сегодняшний момент. Да, вот как мужчина, красивая, гордая птица, не создан для семейной жизни. Вот как-то так мне идет. Больше такой, знаете, как эгоист, да, красивый эгоист. Да, он красиво умеет говорить, он обещать умеет, но вот когда делать, он прям очень тяжелый был на подъем, либо из-под палки, либо вообще всячески уходил, да, от выполнения своих обязанностей. Мне идет, что вы очень в нем разочаровались, вы очень от него устали, и вы понимали, что если вы дальше будете с этим мужчиной продолжать отношения, то это как бы путь в никуда, да, что вот он все силы, все соки из вас выжмет, ничего, вот счастья, любви не даст, и вы всегда будете все тащить на себе, и его проблемы, и его глупости, его дурость, и его амбиции, да, а взамен вы ничего не будете получать. Ну вот болело, вам долго из-за него болело. А он как-то, знаете, даже глазом не повел, да, бровью не повел, когда вы расставались. Наоборот, еще мог говорить, что ты пожалеешь, ты такого мужчину, как я, теряешь, ты никогда другого такого не найдешь. Да вот я такой, я сякой, я добьюсь, ты еще там увидишь и узнаешь. В общем, мог вам там наговаривать в уши, да, лить мог. Как-то странно он себя вел, а я вам сейчас объясню, почему он так себя вел. Потому что этот мужчина, вот как нарцисс, как эгоист, он прям был убежден, что вы очнетесь, да, что вы придете в себя, что вы за ним придете, что вы будете его возвращать. И он такой думает, ну, сейчас пойду там с друзьями отсижусь, отдохну, а она ведь прибежит за мной и будет меня возвращать. Прям так был уверен, что вы
у него в кармане сидите, да, что он особо даже не переживал. Вообще он считал, что это какая-то воспитательная ситуация, воспитательная по отношению к вам, да, что вот вы сейчас пар выпустите, да, вот на какое-то время паузу возьмете, а потом типа придете в себя и за ним вернетесь. И прям он верил, он в это верил, он даже, возможно, там дни считал, да, либо он дал вам определенное количество дней, и он такой, ну типа я не переживаю, она за мной придет. Ну да, вы его очень любили, и вот у вас на лице все было написано, в глазах все было видно. Вы очень много ему давали себя, своей любви, своей энергии. У кого-то еще из девчонок отыграется, что вы даже как-то финансово участвовали, там, не знаю, подарки ему дорогие дарили, либо оплачивали что-то, да, для него, либо для вас двоих. У кого-то, да, мужчина мог быть даже на частичном содержании, у кого-то на полном содержании. Ну, в общем, мужчина верил в себя, да, потому что он орел, он гордая, красивая птица. Вот, и даже как-то позволял себе какие-то высказывания шутливые, неуважительные в вашу сторону. Может быть, он не говорил это вслух, но про себя он думал, что типа это моя курочка, куда она денется, да. Ну, возможно, он и хуже думал, да, просто я не хочу это говорить. Вам это, конечно, было обидно. Но опять же, вы девочки очень гордые, сильные, самостоятельные. Вы себя не на улице нашли. И в угоду мужчине унижать себя вы никогда не станете. И опять же, я вижу, что вы знали, чего хотите. Вы хотите семьи, вы хотите честных партнерских отношений. Вы хотите видеть рядом с собой не какого-то там мужчину, который в небесах летает, да, а нормального, стабильного, который на ногах стоит, который может взять на себя ответственность. И даже если у мужчины там не столько много денег, но при этом у него есть амбиции, у него есть стремления, у него есть как сила в руках, да, вы такая, ну, типа, я могу помочь, либо я могу поддержать его. То есть главное, чтобы мужчина хотел. А этот ничего не хотел. Он хотел жить, развлекаться, он хотел красивой жизни, он хотел там хвастаться, блистать, да, вот ходить в этих перьях и в блестках. Ну, вам какое-то время понадобилось, да, чтобы это все осознать. И вот вы приняли решение, что нам с тобой не по пути. Смотрите, мои хорошие, вам долго болело, но вы нашли в себе силы этого мужчину просто вот искоренить из своего сердца. Искоренили. Возможно, вы на кого-то другого отвлекались, возможно, вы с головой ушли в работу, в семью, там дети, возможно, у кого-то есть. Вы старались вообще ничего о нем не знать. Вот прям стереть его из своей памяти. И надо сказать, что у вас получилось. Вот. А он наоборот расслабился, расслабил булочки и вот сидел и ждал, пока же вы там за ним придете. Вы не приходили, время шло, а вы не приходили. Когда до него дошло, что вы не придете, вот тогда по-настоящему у него и стало подгорать. В каком смысле? Сначала он очень сильно на вас злился, и он такой: ах, ты такая, вот я сейчас тебе покажу, вот я сейчас самую там красивую девчонку подцеплю, и вот, ну, вот специально, да, там буду публиковать в своих соцсетях, либо тебе на глаза попадусь, либо там, чтобы все друзья тебе рассказали о том, с какой я красивой женщиной, да, там отношения имею. Потом он решил, что он разбогатеет и вот приедет там красивым принцем, и типа вы там посмотрите, локти себе начнете кусать. Но вот я вижу, что ни с другой женщиной у него не срослось, и ни с деньгами у него не получилось. Сейчас, да, это орел со сломанными крыльями. До сих пор еще амбиции есть, но сил на то, чтобы их реализовать, у него никаких нет. Опять же, у кого-то еще может отыграться, что мужчина мог заболеть, с ним какие-то большие неприятности могли случиться, либо он попал даже в какую-то переделку, да? То есть как то, что он вас обижал, ему вернулось. Судьба ему вернула достаточно жестким бумерангом. Можно так сказать, что судьба с него спесь сбила. Но, правда, не до конца. Все равно еще, видите, орлом себя презентует. Так, почему он не может вас забыть? А как вас забыть? Как можно вас забыть? Вы столько давали любви, вы столько давали энергии. Родная мама ему столько за всю жизнь не дала, сколько дали вы ему за то время, когда вы были в отношениях. Ну, он, конечно, не самый лучший мужчина в мире, но он же не дурак. Он же умеет там сравнивать, да, проводить параллели. Опять же, он чувствует, он видит, он понимает.
так как вы, даже родная мама, его не баловала, не любила, в попочку не дула, не ухаживала за ним, пылиночки не сдувала. Понимаете, вот как вы по-настоящему умеете любить. По-настоящему. И в любви вы как больше давали, чем получали. И это было крайне несправедливо. Не может он вас забыть, потому что в момент, когда он наконец-таки осознал, что он вас потерял, вот тогда, в этот момент, именно в этот момент, да, у него любовь к вам, сердце проснулось. Вот в прямом смысле слова, да, когда вы были рядом, он этого не понимал, он этого не ценил, он вообще был далек от этого, да, холоден даже был. Но в момент, когда он осознает, что это все точка, конец и возврата никакого не будет, вот тогда любовь и проклюнулась, тогда любовь и себя обозначила. Ему очень было больно. Больно так, что у кого-то даже отыграется, что мужчина там либо рыдал, либо так в зюзю напился, что там 3 дня не могли в чувство привести. Любовь. То есть в сегодняшнем дне вы для него одна единственная любимая женщина. К другим женщинам подобных чувств он никогда не испытывал, не испытывает и, скорее всего, испытывать уже не будет. Вот просто не будет. Ему другие женщины не интересны, не задевают, не чувствуют этой магии, да, любви, не чувствуют электричества, да, с другими женщинами. Только с вами он это чувствовал, и только к вам он это чувствует. Мне вообще идет, что этот мужчина как-то отслеживает вашу жизнь через кого-то, либо через соцсети. То есть очень много о вас знает, то есть не может себе позволить не знать о вас, да, прям тянет очень сильно. Но с другой стороны, он ведь понимает, что вы уже назад его не примете. Скорее всего, и время между вами прошло. Но и с другой стороны, а что он вам может предложить? Потому что он в той точке развития так и остался. Да? Вот как вы расстались, вот там он и сидит. То есть он ничего не приобрел, он не стал известным, он не стал популярным, он не заработал капиталы. Он буквально не продвинулся ни на сантиметр. Просто вот в жопе, извините, он сейчас в жопе сидит. Как сидел, не так и сидит, да, никуда не продвинулся. Оттуда и не вылез, и навряд ли он оттуда вообще выберется. Мне вообще идет, что у него какие-то дурные привычки стали проявляться, либо больше развиваться. Если мужчина раньше выпивал, любил, да, там выпить, то сейчас он уже как запойным становится. Если мужчина там какую-то запрещенку мог себе позволить, то теперь он буквально там сидит на ней, да. Вот в сегодняшнем дне, вот как я сказала, да, это орел со сломанными крыльями. Он хотел быть победителем по жизни, называл себя, да, победителем, потому что здесь, видите, буква В латинская. А оказалось, что никакой ты не победитель, ты скорее как аутсайдер, да, лузер. Больно это признавать, и, скорее всего, он пытается этими дурными пристрастиями в себе это все глушить, да, эту боль глушить, разочарование, неудачи. И еще, мои хорошие, у кого-то отыграется, что действительно вот его сама судьба наказала, вот высшие силы наказали за эгоизм и за то, что не умеешь ценить, да, что в жизни тебе дается. То есть если бы он старался хотя бы, да, если бы он хотя бы старался, там, например, у вас учился, да, вот как-то менял свою жизнь, то ему бы все дали. Он все-таки как фартовый мне идет человек, с фартом жизни родился, вот вас встретил, да, это же прям вообще везение, удача. Но он даже не старался. А теперь его наказывают, я так понимаю, да? Его наказывают, его перевоспитывают, да, возможно, и перевоспитывают. Тяжело, тяжелое положение дел. Себя вытягивает мыслями о том, что когда-нибудь он прям приведет себя в порядок, не знаю, разбогатеет, и вот к вам придет, и вы не сможете ему отказать. Не знаю, почему-то он в это верит, либо это его такое утешение, благодаря которому он там продолжает жить, дышать и по утрам просыпаться. Грустное положение дел идет.
Еще с его стороны показывают какую-то женщину, которая раньше вас недолюбливала, а теперь она считает, что вы этому мужчине жизнь сломали. Может быть, это его мама, да, может быть, сам бабушка, сестра, может быть, даже какая-то бывшая, да, этого мужчины. То есть она говорит так, что вот после того, как он с вами расстался, вот действительно его жизнь как покатилась в никуда, под откос покатилась. Но с другой стороны, эта женщина не хочет понимать, что этот мужчина своими собственными руками довел себя до жизни такой. Еще мне идет, что очень часто он с этой женщиной по поводу вас ругается, причем очень сильно ругается. То есть, скорее всего, она начинает там на вас говорить гадости, и он начинает вас защищать, за вас заступаться. Да, такая себе история. Мне идет, что он уже вас никогда не забудет. Никогда. То есть не сможет вас ни разлюбить, ни забыть. Еще показано, что он вроде как начал что-то понимать, но пока эти мысли, они не до конца там укоренились, либо не до конца сформировались. То есть, может быть, он должен выйти из этого алкомарафона, либо из этой горячки, в которой находится, для того, чтобы немножко себя встряхнуть, чтобы мозг хотя бы заработал, для того, чтобы постараться разобраться, да, что на самом деле произошло. В том, что вы не вместе, он себя не винит в сегодняшнем дне. Он винит только лишь вас. Вас, что вы такая нетерпеливая, что вы отказались, там, не знаю, ждать и верить, что вы вспылили, да, что вы там задели его в лучших чувствах. Вот, винит вас. Хотя начинает догадываться, что и его вина тоже в этом есть. Но пока, еще раз говорю, не сформировалась. Так, ну с ним как бы я даже не знаю, что еще можно тут сказать. И жалко, и не жалко, и сам виноват, и в принципе у вас дороги разошлись. Может быть, да, мужчина там когда-нибудь соберется силами, не знаю, решится он подойти, не решится. Опять же, это все опционально, да, будут деньги, подойдет, не будет денег, постесняется. Но у вас дороги разные идут. Еще вас не может забыть какой-то молодой мужчина. Молодой, младше вас по возрасту. У кого-то прям совсем чуть-чуть, там, 2-3 года, а у кого-то прям где-то так лет 10 точно есть. Молодой, он есть в вашей памяти. Вам он показался очень симпатичным, интересным, но то, что он прям молодой, скорее всего, для вас это как красный флаг, да, и вы такая, ну нет, слишком молодой, да, сынок. Хотя, скорее всего, утрируете, да, не сильно прям так молодой, чтобы это была прям катастрофа, нет. Вы с этим мужчиной где-то пересеклись, то ли вы где-то познакомились, да, вот случайным образом, то ли вы, например, решая какие-то деловые задачи, вопросы, где-то были, там, не знаю, поликлиника, там, соцслужба, может быть, банк, да, может быть, какое-то учреждение, вот где-то вы с ним пересеклись. И он прям, знаете, ну, можно сказать, с первого взгляда влюбился. Прям можно сказать, что он залип в тот момент, когда он вас увидел. Действительно залип, очень сложно было соображать, очень сложно было что-то придумать, там, каким-то образом там, к вам, ну, не знаю, проявиться, там, попросить ваши координаты, контакты. В общем, сложно, да, было сложно, залип, долго приходил в себя после этой встречи, очень сильно изменился в лице. Когда вы ушли, прям, знаете, такая вот грусть какая-то необычная на него нашла. И мужчина все думает, да, что это за женщина такая, почему у меня такая реакция на нее пошла, и вообще, как мне теперь ее найти, да, где ее искать. Ну вот буквально вот недавно вы где-то с ним общались, случайно познакомились, либо общались, опять же, по каким-то вопросам. Может, даже продавец в магазине у кого-то, либо, не знаю, официант в кафе. Может, таксист даже быть, понимаете? Вот как-то так мне идет, прям залип. Он ничего не мог с собой поделать, он не мог из себя вытащить слово. Хотя сам по себе человек очень общительный, открытый, грамотный, воспитанный, понимаете? А тут такое.
Прям реакция на вас пошла, сильнейшая реакция. И вот мне идет, что мужчина теперь ходит с такой огромной головой, и у него голова пухнет от мыслей, как вас найти, где вас найти, где, в какой стороне. Возможно, он возвращается в то место, где вы виделись, либо если он там работает, он буквально вот вздрагивает каждый раз, когда там дверь открывается, да, и там новый посетитель входит. Он вас реально ждет. И еще здесь показано, что вы, ну, как опять встретитесь, да, либо он вас дождется, либо он вас найдет. Вот здесь уже будет вам говорить что-то, может предлагать вам свидание, встречу, обменяться контактами, да, вот прям очень ему понравились, и так на него нахлынуло, аж дрожь пробирает. Что-то такое в вас есть для него манкое и необычное, что не имеют другие женщины, да, что нету других женщин. Я не могу это объяснить. Ну, вот что приходит в голову, так это любовь с первого взгляда. Да? Просто когда люди, там родные души, люди по судьбе, они всегда друг друга чувствуют. Да? Вот в первый момент встречи они всегда друг друга чувствуют. Вам он тоже показался очень приятным, симпатичным, молодым человеком. То есть вы его тоже заметили. Но встреча у вас точно будет. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.